Люба Дасхоева рано осталась без мужа. Несмотря на все тяготы судьбы, она одна вырастила 3 сыновей, средний из которых Хусен мечтал служить в милиции и мечту свою исполнил. Но, к сожалению, жизнь старшего лейтенанта слишком рано и трагично оборвалась. Сегодня, увидев гостей, которые не забывают подвиг ее сына, 80-летняя мама Хусена Дасхоева растрогалась до слез. Ее сын погиб более 20 лет назад, но сердце матери все еще болит. Дасхоев Хусен Султанович родился 9 апреля 1966 года. В органы МВД пришел в декабре 93-го, а с 99-го занимал должность заместителя командира взвода отдельного батальона. По словам сослуживцев, на счету старшего лейтенанта было немало добрых дел по задержанию преступников, нахождению автомобилей, находящихся в розыске, и помощи в соблюдении правопорядка. 27 декабря 2002 года оказался трагическим днем для Дасхоева и его сослуживцев. Они погибли во время террористического акта на территории правительства Чеченской Республики, во двор которого ворвались автомобили, начиненные взрывчатками. Ингушские сотрудники защищали людей, пытались остановить преступников, но получили ранения, несовместимые с жизнью. Своим мужеством Дасхоев и его сослуживцы Балаев и Цучоев спасли десятки жизней. Именно они первыми заметили угрозу. За героическую смерть указом президента страны Хусен Дасхоев награжден медалью за отвагу посмертно. Его супруга и мама, как настоящие женщины с похожей судьбой, смогли достойно воспитать 3 сыновей Хусена, старший из которых пошел по стопам отца. Это очень важно. Мне кажется, нельзя забывать тех, кто погиб в Пештолце на сне. Далее сотрудники ГИБДД отправились в Нижние Чулки к семье Казбека Ваделова. Мама погибшего сотрудника немногословна. Ей тяжело справляться с эмоциями. О сыне гостям рассказывает отец Ахматхан Ваделов. 11 классе Его запомнили как прекрасного человека, брата и коллегу. Ваделов Казбек Ахметович родился в 1985 году. Вместе с братом Адамом окончил Кабардино-Балкарский колледж и с 2009 года являлся сотрудником отдельного батальона ГИБДД МВД по Ингушетии. Неизвестные злоумышленники совершили на него покушение при выходе из дома в Магасе в 2014 году. У Казбека Ваделова осталось 2 маленьких детей. Сегодня Джамалил и Луиза учатся на отлично в школе. Родные постарались окружить детей особой теплотой. Вместе с сотрудниками ГИБДД к матерям погибших сотрудников сегодня приехали и юные инспекторы движения. Такие добровольцы есть во всех школах России. Они участвуют в различных акциях ГИБДД. Увидев их красивую форму, Луиза Ваделова тоже захотела вступить в их сообщество. Мероприятие оно приурочено к празднованию именно женского дня. Мы ежегодно направляемся в семьи к матерям погибших сотрудников, оказать им небольшое, но внимание, потому что мы не забываем даже ни в эти дни, ни в другие дни. На каждое мероприятие мы посещаем семьи, контролируем то, что им нужно и необходимо, также оказываем различные помощь продуктовая. Ну а сегодня мы приехали именно к мамам, немножко напомнить им о том, что есть прекрасные вещи. С нами были сегодня наши юные помощники, которые также были под большим впечатлением. Дети были очень растроганы тем, что бывают такие ситуации, что теряются именно сотрудники. Где бы ни стреляла пуля, она всегда первой попадает в сердце матери. Слова дагестанской поэтессы Фазу Алиевой. Если есть на свете сила, что поможет погасить боль матерей, так это дань памяти ушедшим храбрецам. Зарема Ивлоева, Рамазан Зурабов, Новости 24.